Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Вы уже не первый день занимаетесь с чеченскими ребятами, и свои первые прыжки они тоже делали под вашим руководством. Как и с чего все начиналось? Да, действительно, это у нас не первые сборы. Мы начали работать в городе Перми. В Перми мы провели с инструкторским отделом Чеченской Республики 3 сбора. Вот на 3-м сборе готовились к прыжкам на Северный полюс. Также были на них задействованы специалисты из летучего отряда. Выполняли первые прыжки. То есть первые прыжки для парашютиста это, наверное, самый важный, самый ответственный прыжок, когда он проходит проверку для себя. За этот отрезок времени какова динамика выучки спецподразделений бойцов Чечни? На самом деле за такой короткий промежуток времени, как мы интенсивно работаем сейчас 3 недели, парашютисты выполнили больше 50 прыжков. Но на самом деле результаты действительно впечатляют. То есть начинали мы с того, что осваивали элементарно отделение, управление парашютом. Сейчас уже парашютисты умеют свободно перемещаться не только под куполом, но и в свободном падении. То есть полностью умеют управлять своим телом и открывать парашют на заданной высоте. Да, и, кстати, сколько времени нужно от первых прыжков до овладения этой техники в совершенстве? В парашютном спорте, наверное, к счастью, совершенству пределов не существует. Можно иметь 1000 прыжков и ставить для себя все новые и новые задачи для совершенствования, но для их количества прыжков, то есть для именно 50 прыжков, они знают гораздо больше, чем среднестатистические парашютисты, как гражданские, так и военные. То есть уровень подготовки, методики подготовки используются самые современные, и, соответственно, результаты получаются очень серьезная. Как вы оценили бы чеченский летучий отряд и данная выучка? Какие задачи даст возможность выполнить? Как известно, бойцы летучего отряда для того, чтобы в него попасть, проходили многоступенчатый отбор, как по физподготовке, так и по психологическим качествам, и интеллектуальный отбор тоже проходили. То есть, соответственно, мы получили уже на 1-м этапе хороших, физически подготовленных, смелых, подкованных ребят, с которыми нам очень приятно работать, которые с интересом слушают инструктаж, ответственно очень подходят к выполнению прыжков. У нас очень высокий уровень безопасности прыжков, то есть все идет просто превосходно. Чеченский летучий отряд сейчас у многих на слуху. Это прежде всего из-за внимания, которое уделяет профессиональной подготовке глава Чечни. Что бы вы сказали о созданных условиях и что дает такое внимание? На самом деле, как уже сказал Рамзан Ахматович, для того, чтобы в нашей стране был мир, нам нужны сильные, подготовленные бойцы, и необходимо каждый день совершенствовать свою подготовку. Воздушно-десантная подготовка, она всегда была отличительной чертой элитных спецподразделений в любой стране. То есть эта подготовка позволяет выполнять самые сложные, самые ответственные задачи, которые только единицы на сегодняшний день в силовых подразделениях могут выполнять. Расскажите немного об экипировке. Мы слышали, что аналогов этой амуниции нет. Действительно, аналогов этой амуниции нет. Первое, о чем хотелось бы рассказать, это парашютная система. То есть это основа экипировки парашютиста. Непосредственно систему, которая используется для прыжков, это парашютная система Steyr. Это военная парашютная система. Ее на данный момент нет ни у кого. Здесь основной парашют позволяет... А где это все готовили и откуда она? Парашютные системы эти выпускаются на Ивановском парашютном заводе на сегодняшний день по специальному заказу. В мире таких нигде нету. Самая главная особенность этой парашютной системы, что она позволяет выполнять прыжки с высот до 8000 метров. Это высоты, уже с которых прыгают со специальным оборудованием, с кислородным. И позволяет преодолевать расстояние более 30 километров под куполом. Соответственно,
позволяет выполнять бойцам специальные задачи, которые обычные парашютисты выполнить не могут. Значит, скрытно занять позицию в отдаленных районах, куда добраться обычными способами не представляется возможным. И не просто самому туда приземлиться, а взять с собой необходимое снаряжение, вооружение для ведения боевых действий. Самая современная мера безопасности для прыжков, то он позволяет, даже если парашютист потерял сознание, автоматически открыть запасной парашют. А что впереди? Будут ли еще готовиться летучие отряды? Задачи стоят перед нами самые различные. Естественно, это не первый отряд, и мы с удовольствием будем помогать республике, готовить специальное подразделение, передавать наш опыт, вместе осваивать новые технологии производства парашютных прыжков, и ставить перед собой все новые и новые сложные задачи. Александр Сергеевич, желаем вам удачи и успехов. Благодарим вас, что дали нам интервью.